Когда-то когда я начинал еще учиться в университете, и в школе, конечно же, тоже было, средства массовой вот есть такое понятие СМИ, да, средства массовой информации. В мое время, ну, это уже продолжалось не продолжительное время, пока я учился в университете, такое понятие было не СМИ, а СМИП. Средства массовой информации и пропаганды. Никто этого не стеснялся. Как бы все так и говорили, потому что, ну, в общем смысле мы прекрасно понимаем, что когда, даже в случае информационной ленты, даже в случае новостей, сама лексика, сама подача, сама даже грамматика, если угодно, в какой-то мере фонетика даже, если, ну, особенно это относится, естественно, к аудио и визуальным средствам массовой информации, вот, она уже способна оказывать влияние на мировосприятие человека. То есть косвенная пропаганда. Когда люди переходят к ответу на вопрос, почему это происходит, тем более движется в сторону пропаганды это дело, даже если человек этого не хочет и не вкладывает. А уж когда он отвечает на третий вопрос, который я пока не затронул, но его может сюда приплюсовать, что делать? Вот тогда-то уже это уже в чистом виде уже даже и агитация, а не просто пропаганда. В свое время и в нашем курсе то ли введение в журналистику, то ли основа марксистско-ленинского учения журналистики, я уже даже, честно говоря, не очень хорошо помню название этого предмета, но то, что он был, по крайней мере, в последние годы советской власти, который еще застал, конечно, он был. И там непременно цитировался Ленин. То есть газета это не только коллективный пропагандист, агитатор, но еще и коллективный организатор. Ну, потому что в данном случае, в случае с теми газетами, с которыми доводилось работать Ленину, это действительно так и было. Это сугубо политические органы были, партийные, поэтому тут-то и говорить нечего. Но его приплетали всюду, везде. Поэтому вот, собственно говоря, вот так бы я разложил примерно, да, по смыслу и значению, чем должен заниматься журналист. Но, в общем, третий вопрос я откидываю. Чтобы как-то... Ты уже